Ежегодно леса Якутии подвергаются серьезному испытанию лесными пожарами. За 2019 год на территории республики зарегистрировано в 2 раза больше пожаров, чем в 2018. Увеличилась и площадь возгорания. Прямой ущерб от лесных пожаров составил 463 миллиона рублей, в 2018 – 1 миллиард. Что становится причиной лесных пожаров, при каких обстоятельствах они происходят и какую ответственность несут правонарушители, как не стать виновником лесного пожара. Об этом мы поговорим с Ириной Машковой, старшим помощником прокурора республики по правовому обеспечению. Ирина Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, по какой причине возникают в основном лесные пожары? В большинстве случаев это, конечно же, природный фактор, сухие грозы или возгорание торфяников. Но, к сожалению, на протяжении многих лет все еще большое число лесных пожаров происходит по вине граждан. Если на природные факторы мы не можем влиять, то на человеческий фактор мы можем и должны влиять. В прошлом году причиной неосторожного обращения с огнем явились такие нарушения, как разведение костра в лесном массиве, выжигание сухой травы, неосторожность при курении, сжигание мусора, использование печи кустарного производства. Такой факт у нас, в частности, произошел в Верхоянском районе и повлек лесной пожар на 35 гектарах. Ущерб лесному массиву составил более 100 тысяч рублей, а также причинен ущерб имуществу граждан на сумму более 1 миллиона рублей. Также в 3 случаях лесной пожар у нас произошел в результате ненадлежащей эксплуатации линии электропередач. Так, например, сразу 2 таких пожара произошло в июне и июле 2019 года в Долгинском и Халгуминском на слегах Мегино-Кангаласского района в результате замыкания высоковольтных линий электропередач из-за контакта с верхушками деревьев. В 2018 году причиной лесных пожаров по вине граждан также становились факты поджога, искра электропроводов замка зажигания автотранспортного средства, находящегося в лесу, искра печной трубы жилого строения в лесной зоне, сжигание мусора. Так, например, в мае 2018 года лесной пожар на 19 гектарах Вилюйского участкового лесничества произошел по вине гражданина, который, находясь на свалке бытовых отходов в 5 километрах от села Сыдыбыл, стал сжигать мусор, в результате чего огонь по траве перекинулся на лесной массив, и чем причинен был ущерб на сумму более 46 тысяч рублей. Нередко пожары происходят в результате самовозгорания по так называемому эффекту линзы из заброшенных людьми в лесу предметов, имеющих свойства отражения солнечного света, таких как стекла, банки, фольга и так далее. В 2019 году такие пожары произошли в Кобяйском и Алюкнинском районах, в 2018 году в Мирнинском, Таймпонском, Усть-Алданском. А когда начинается пожароопасный сезон и сколько он длится? Пожароопасный сезон в республике у нас начинается с конца апреля и длится до конца сентября. А вот кто, как правило, становится виновником лесных пожаров? Анализ, проведенный нами за последние 3 года, показал, что лесные пожары происходят по вине, как правило, одних и тех же категорий граждан. Как и в прошлые годы, в 2019 году виновниками лесных пожаров являлись, к сожалению, рыбаки, охотники, владельцы и работники сельскохозяйственных, в том числе сенокосных угодий, владельцы земельных участков вблизи лесной зоны, табунщики и коневоды. Так, например, в мае 2019 года лесной пожар на участке Алон-Кюэль в Амгинском участковом лесничестве произошел по вине коневода частного хозяйства Артемьева, 1967 года рождения, выжигавшего сухую траву. Виновниками пожаров также нередко становятся должностные лица организаций, осуществляющих эксплуатацию линий электропередач вблизи лесных массивов. Так, например, случай пожара в Намском лесничестве из-за контакта высоковольтных ЛЭП с верхушками деревьев произошел в результате ненадлежащего содержания линии электропередач по вине должностного лица Намского подразделения Якутскэнерго. В прошлые годы виновниками лесных пожаров также становились охотники, вальщики леса, сжигающие порубочные остатки, фермеры, кочегары, трактористы, работники полигонов твердых коммунальных бытовых отходов, сжигавшие мусор, а также владельцы жилых домов в лесной зоне. Ко всем названным категориям граждан мы обращаемся сегодня с призывом быть очень осторожными, не допускать нарушений требований противопожарного режима и правил пожарной безопасности в лесах и не становиться виновниками лесных пожаров.
А какие у граждан есть обязанности, запреты и ограничения? Прежде всего, конечно же, граждане обязаны соблюдать требования противопожарного режима и правил пожарной безопасности в лесах, не допускать возникновения лесных и иных пожаров. А в случае возникновения любых пожаров немедленно уведомлять, принимать посильные меры по спасению людей, имущества, тушению пожаров, оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров. В период со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой дождливой осенней погоды граждане и должностные лица организаций, использующих территории, прилегающие к лесу, обязаны обеспечивать очистку этих территорий от сухой травянистой растительности, валежника, мусора и других горючих материалов на расстоянии не менее 10 метров от леса, либо отделять противопожарной полосой, то есть очищенной до минерального слоя почвы, шириной не менее 50 сантиметров, или иным противопожарным барьером. А можно ли проводить сельскохозяйственные палы и вообще полезны ли они? Дело в том, что пункт 218 правил противопожарного режима в Российской Федерации установил запрет на выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также на разведение костров на полях. Любой несанкционированный пал сухой травы считается пожаром. Часто жители полагают, что сами могут проконтролировать свой пал при помощи подручных средств, но это ошибка. Неспециалист зачастую не может справиться с огнем. Кроме того, бытует мнение, что выжигание сухой травы увеличивает количество новой травы, повышает ее качество, травостой. Это глубокое заблуждение. По данным Россельхознадзора, под влиянием высоких температур запасенный в растительности азот высвобождается в атмосферу и становится недоступным для растений. Сгорает мертвое органическое вещество, образующееся из отмирающих частей растений, а это главный фактор снижения почвенного плодородия. Иссушается почва, уничтожается флора и фауна, нарушаются естественные природные процессы, загрязняется атмосфера. На месте поджога нормальная жизнь микроорганизмов, растений и животных восстанавливается лишь через 5-6 лет, а зачастую никогда. И если биомасса возобновляемый ресурс, то почва истощается. Травяные пожары снижают плодородность почвы, поэтому урожай уменьшается. Трава на кормовых лугах становится менее сочной. Таким образом, палы вредны для пастбищ и для полей, поскольку при отжиге сгорает вся органика, которая могла бы обогатить гумус. Ирина Геннадьевна, что грозит нарушителям правил пожарной безопасности в лесах? Нарушение правил пожарной безопасности в лесах может повлечь административную ответственность по статьям 8.32, 20.4, 20.6 со штрафами от 1500 до 1 миллиона рублей. Если речь идет об организации, то грозит приостановлением деятельности организации, а также граждане и должностные лица несут уголовную ответственность, в частности по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет и штраф до 500 тысяч рублей. Кроме того, очень важно отметить, что на виновников лесных пожаров возлагается обязанность возместить ущерб, причиненные как лесному фонду, а также затраты государства на тушение пожара и восстановление лесных насаждений, что предусмотрено статьей 100 Лесного кодекса Российской Федерации. Многие об этом не знают и поэтому очень легкомысленно относятся к своим действиям в лесу. Ущерб возмещается виновными лицами добровольно, либо взыскивается в принудительном порядке по решению суда. А как часто удается привлечь виновных к ответственности? Можете ли привести какие-то примеры? Да, безусловно. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности с наложением штрафов, например, в 2017 году привлечены 22 лица на общую сумму более 200 тысяч рублей, в 2018 году 10 лиц на сумму более 175 тысяч рублей и по итогам 2019 года 14 лиц на сумму более 2 миллионов рублей. Уголовной ответственности по фактам лесных пожаров привлечены в 2018 году 5 лиц, в 2019 году 2 лица.
Если говорить об административной ответственности, то по факту пожара, произошедшего в августе 2019 года в 6 километрах от села Усьмиль Усьмайского района, где гражданин Федоров, находясь на сенокосном угодье, разжег костер в целях приготовления пищи и не уследил за ним, огонь перекинулся по сухой траве на лесной массив. Существенного ущерба лесному фонду в конечном итоге не произошло, но затраты на его тушение составили почти 2 миллиона рублей. Виновное лицо привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а в порядке гражданского судопроизводства к нему был предъявлен иск о взыскании затрат. Если говорить об уголовной ответственности, то, например, в результате лесного пожара на площади более 35 гектар в местности Челбон-Батагайского участкового лесничества Верхоянского района, произошедшего в июне 2019 года, по вине пенсионера Шишигина, 49-го года рождения, который, находясь на своем участке, в целях приготовления пищи растопил печь кустарного производства возле строения. В результате оставления печи без присмотра огонь по сухой траве перекинулся на лесной массив, и ущерб и затраты на тушение составили более 100 тысяч рублей. Кроме лесного массива, огнем было уничтожено имущество граждан на сумму более 1 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 Уголовного кодекса, а также по статье 168 Уголовного кодекса, и в настоящее время расследование продолжается. Ну и нельзя не привести пример привлечения к материальной ответственности. В июле 2018 года в Черинском участковом лесничестве Алекминского района произошел пожар по причине возгорания в результате падения опоры линии электропередач. Причиной падения явилась ненадлежащая эксплуатация линии со стороны районной подстанции Якутскэнерго. На виновное лицо, должностное лицо, был наложен штраф в размере 50 тысяч рублей, а ущерб от пожара, который составил более 11 миллионов рублей, включая ущерб лесному фонду, затраты государства на тушение этого пожара, на очистку территории, на проведение лесовосстановительных работ, в июне 2019 года взысканы с ПАО «Якутскэнерго» по решению арбитражного суда. Ирина Гидалина, спасибо большое за беседу. Есть ли у вас пожелания для наших телезрителей? Да, конечно, обращаясь ко всем вышеназванным категориям лиц, посещающих лесные массивы, хотелось бы обратиться к ним с просьбой, что в нынешней непростой ситуации не становились виновниками лесных пожаров, не усугубляли ту ситуацию, которая имеется на территории нашей республики в связи с эпидемией. Выезжая в лес, не следует пользоваться огнем, разводить костер. Лучше взять продукты питания с собой в термосе, еще в чем-то, и не подвергать лес пожарам, а себя тяжелой административной, уголовной, тем более материальной ответственности. Да, спасибо. Давайте будем бережнее относиться к нашей природе. Вы смотрели актуальное интервью. Мы говорили о подготовке к пожароопасному периоду. Оставайтесь с нами.